Здравствуйте, уважаемые зрители! Я стараюсь на свои передачи приглашать очень интересных людей, и один из таких интересных людей, наконец-то смог я его пригласить, нашел он время уделить нам. Это Вадим Сидоров, известный аналитик, российский аналитик, философ, человек, который занимается этноконфессиональными а, событиями, стратегиями развития в Российской Федерации, вообще и даже, можно сказать, по миру, потому что человек, я знаю, разбирается и по проблемам Турции, и арабского мира, и так далее. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Руслан. Спасибо большое за такую высокую оценку. Постараюсь хотя бы немножко соответствовать. А, Давно слежу за вами, за вашими, ну, мы и знакомы лично, и плюс я стараюсь не пропускать все ваши интервью, где вы говорите о событиях, которые происходят на сегодняшний день в России. А события на сегодняшний день в России происходят очень бурные. Вот. Мне последнее время вот понравилось ваше высказывание о том, что Российская империя, если ну, будем называть ее империей, а, в итоге из расширяющей некогда империи, да, в XIX веке с помощью захватывания других земель, в итоге сейчас наоборот начала сужаться, как, да, с каждым разом теряя и теряя свои территории. И по вашей теории вполне возможно она скоро сможет дойти вплоть до как событий, как были когда раздробление княжества, да, на территории Руси. Вот можете как бы более подробно раскрыть вот эту вот тему для наших зрителей? Очень интересно. А, Ну, я действительно выдвинул такую интуицию в свое время, озвучил, скажем так, что ход русской истории может развернуться вспять. При том, что, ну, если говорить со строго научной точки зрения, вообще надо смотреть, что такое русская история. Но если не углубляться слишком глубоко, скажем так, в такие теоретические дискуссии, о чем идет речь? Речь идет о том, что если брать за точку отсчета вот, формирование московского централизованного государства, это такой как бы первый этап, так называемое собирание русских земель и очень быстро и не русских, в том числе некоторых, вокруг Москвы, то есть создание Московского царства. Это государство, к чему, я думаю, мы сейчас еще вернемся, в общем-то, в такой своей основе территориальной, оно соответствовало, теперь, наверное, можно говорить про соответствовало контуром постсоветской Российской Федерации, возникшей после распада Советского Союза. Это государство, было, ну, несмотря на то, что, в общем-то, его так активно, понятно, уже процессы пошли его создания там, при Иване Калите, так называемом, дальше там, Иван Третий, но, наверное, отцом-основателем, у меня это описано все в книге «Незавершенная революция», стал Иван IV, более известный как Иван Грозный. Он стал его создателем и его же могильщиком. Вот, потому что мы знаем, что вот, правление вообще Ивана IV было очень интересным. Я думаю, что можно найти параллели между ним и путинским отчасти. Там, да? Хотя, скажем так, Иван IV, он начал с более динамичных, как ни странно, ну, как сейчас принято говорить, прогрессивных реформ. Там фактически при нем были и реформа там, местного самоуправления, и там, развитие ну, какого-то условного русского аналога там, парламентаризма. Путин ничего такого не инициировал, то есть он просто какое-то время продолжал еще те процессы, которые были запущены раньше, но наоборот он их начал там тормозить. Да? А Иван IV он их запустил сам, но потом, в общем-то, Сам же уничтожил. уперлось в его геополитические амбиции, на самом деле, потому что круто развернуло ход его правления Ливонская война, когда вот уперлись в то, что не смогли добиться тех успехов, на которые рассчитывали, стали искать измену внутри себя, перешли к опричнине, опричнина обрушила страну. В общем, не будем в это глубоко уходить.
Но потом это все пересобралось на новой основе при Романовых. Значит, тоже, опять же, Земский собор, события начала 17 века, так называемая смута. Вот Московское царство на новой основе, оно воссоздалось. И достаточно быстро оно, ну, примерно в течение века трансформировалось в Российскую империю. Вот. Опять же, я все это описываю, то есть там шли такие очень интересные процессы внутренние, что сделало как бы, это возможным. В чем отличие вот, Российской империи принципиальное от Московского царства, от Московии? И дальше уже потом паттерн Российской империи Вадим, продолжил. Вадим, я тогда перебью. А вот захват Иваном Грозным Казанского царства, да? Разве это уже не империя была? Да, это была, безусловно, империя, но тут мы должны просто видеть отличия, скажем так, таких, ну, хронологическое отличие и отличие этнотерриториальное в двух паттернах. Вот к чему я сейчас как бы подхожу. Потому что почему я сказал, что, например, то есть Московское царство примерно соответствовало паттерну Российской Федерации. А Российская империя Советского Союза и наоборот. То есть в каком-то смысле Советский Союз был продолжением. И это очень важный момент вот в контексте того разговора, который сейчас мы ведем, потому что именно в XVIII веке, вот после уже провозглашения Московского царства Российской империи, были приращены те территории, которые сделали вот Россию тем, что Путин в своей статье 2011 года назвал исторически большой Россией. И он постоянно к этому термину возвращается. Исторически большая Россия, в том числе говоря, что Советский Союз был формой этой исторической России. То есть это Украина, это Беларусь, это Кавказ Южный, это Балтика, это Средняя Азия, и даже мы знаем, Финляндия, Польша тоже туда как бы входили. Вот. То есть это принципиальное как бы отличие по, скажем так, такой этногеографии. Да, безусловно, уже Московское царство, оно было, это как бы то, что в советских учебниках, кто помнит истории, называли русским многонациональным государством. Да? То есть уже там стали включаться там, сателлиты какие-то, и помимо завоевания значит, Казанского ханства, Астраханского ханства, Сибирского ханства, значит, уже устанавливались отношения там, с нагаями, с Кабардой, ну, знаете лучше меня историю там, с башкирскими племенами. Это было. Но это было, в общем-то, скажем так, такое... Ну, условно скажем так, вот современная Испания в каком-то смысле тоже многонациональное государство. Вот, то есть там есть и Каталония, там есть и страна басков, там, да, и так далее. Но это уже не та Испанская империя, вот, которая она была на пике своего развития. То есть есть серьезные нюансы. И если вот к этому как бы возвращаться, а мы уже как бы подходим к этому, да, то вот эта большая историческая Россия дважды распалась в 20 веке. Первый раз как Российская империя, второй раз как Советский Союз. Вот возникло государство, постсоветская Российская Федерация, которая соответствовала контурам вот этого Московского царства. И вот это сразу на самом деле, да, то есть вот это стало очень серьезным таким как бы вызовом для русского общества политического и темой для дискуссии вот еще в 90-е годы. Я это очень хорошо помню, значит, потому что в основном все считали минусом и катастрофой то, что, как они это формулировали, Россия отброшена к границам 17 века. И было очень немного людей, в их числе мой знакомый, ну, уже умерший философ, геополитик русский Вадим Леонидович Цимбурский, человек тоже с очень такими взглядами сложными, которыми вот пытаются многие там, злоупотреблять, вырывая там, из контекста. Но вот его мысль, она заключалась в том, что
это надо оценить как потенциал. Что вот то, что рухнуло вот это как бы Российская империя и осталось вот это ядро, вот, это надо рассматривать не как какое-то недоразумение, не как то, что надо преодолевать, а как то, что наоборот надо, значит, обустраивать, потому что ресурс прочности вот этого образования, соответствующего московскому царству, это была вот позиция Цимбурского на тот момент, он значительно больше, чем ресурс прочности Российской империи и Советского Союза. И он призывал вообще смещать центр тяжести этого государства на восток, в Сибирь. Или, как он называл, Урало-Сибирская скрепка. Но вот мы что видим, как бы, да, то есть если при Ельцине это была очень невнятная, как бы, такая политика, но уже Ельцин, и я об этом постоянно пишу, он начал, в общем-то, пытаться эту постсоветскую сферу влияния как-то закреплять или собирать заново там вокруг Российской Федерации, то Путин четко пришел с повесткой восстановления именно большой России. Большой исторической России, как бы, да, и он об этом говорит больше того, то есть вот когда говорят, например, Московия, вот заметьте, что когда Путин использует выражение Московия, Путин или Патрушев, вот эти, значит, питерские ребята, они исключительно это делают в негативном ключе, то есть что Запад нас хочет превратить в Московию. То есть вот они как раз вкладывают тот смысл, который реваншисты вкладывали в 90-е годы, говорят, что Россия отброшена там границам 17 века. А вот сейчас мы уже как бы подходим к, так сказать, к кульминации. Да? Мысль моя заключается в том, что попытавшись, значит, вот остановить этот ход распада Российской империи и не воспользовавшись возможностью удержать Россию, отстроить ее как федеративное государство, ну вот, возвращаясь к этому термину, русское многонациональное государство, да, федеративное, на базе, значит, геополитической Московского царства, попытавшись, значит, отыграть вот это, вернуть Украину, как бы, да, и вообще вернуть геополитический вес большой, европеизированной, это очень важно, Российской империи, потому что это был проект европеизированной империи. Вот. Эта власть после провала этих процессов, а они провалятся, в этом, значит, у меня нет никаких как бы сомнений, она имеет все шансы ход русской истории, значит, запустить вспять, повернуть как бы вспять. То есть, что ситуация не остановится уже на конце, скажем, 17 века, которого они опасались, когда это было государство, ну, в общем, достаточно такое, более или менее устойчивое, скажем так. А ввести ее в смуту, тоже условный как бы термин, то есть начало 17 века, и после этого уже есть шансы, что это минует вот существование такого устойчивого московского централизованного государства и пойдут как бы процессы дробления уже внутри вот этого русского пространства, о чем они сами говорят. Что вот когда Путин выступал и сказал, что будут московиты, будут уральцы там и так далее. Вот, то есть это, в общем-то, это как бы модель. Тогда вот как раз и переходя к вопросу, к следующему, да, какие шансы у России распасться на десятки независимых государств? То есть вот исходя из вашей теории, как раз к этому все и идет. Но можно же рассуждать так, что отделятся только национальные республики и сохранится вот это ядро общероссийское, на сегодняшний день, где проживает компактно в большей части русское население, единое государство. Может же такое быть? Или нет? Или вы считаете, что это невозможно? Нет, это безусловно может быть. Больше того, когда я вот в принципе эту озвучиваю свою теорию, речь идет об интуиции, как бы, так надо понимать, да. А что будет, я не претендую бесспорно на лавры пророка ни в каком как бы отношении. Что будет, мы увидим. Поэтому варианты возможны самые разные, в том числе перечисленные вами. Но в целом, когда вот мы рассуждаем, скажем так, о разных возможных там моделях распада,
надо понимать, что это в очень значительной степени будет упираться в позицию так называемого международного сообщества. В очень значительной степени. Потому что если возникнет такая ситуация, ну вот распад же случился уже после 2017 года, фактически там, да, но ситуация вот в самой Европе, ну, там, в Старом Свете, она была такова, что ей было особо там не до России. Да, не до нас. Да, тем более, что там же продолжалась, в общем-то, еще по инерции и эта Первая мировая война, и дележка мира, где было два противоборствующих лагеря, и даже уже после завершения вот этой войны их преемники, они во многом по инерции воспринимали Россию как часть одного из них, скажем. Вот укажем на такой важный момент, да, поэтому, то есть там вообще не было установки и не было плана такого там делить, допустим, Российскую империю, и сумели выскочить, состояться там Финляндия, Польша, страны Балтии. Ну, про Финляндию и Польшу изначально, собственно говоря, было понимание, что они должны уйти. Вот, из Российской империи рано или поздно, да, но вот повезло странам Балтии в этом смысле, они сумели воспользоваться этим окном возможностей, а там же возникли десятки государств, вот, и если бы в этот момент, допустим, было бы консолидированное международное сообщество, и у него был бы вот этот план, да, решения этого вопроса, как он был в отношении Османской империи и Австрийской империи или Австро-Венгерской империи, которые рассматривались как стороны, проигравшие Первую мировую войну. Вот за счет того, что они были противниками Антанты, да, и Османская империя, и Австро-Венгерская империя, там и у Вудро Вильсона был план и так далее, там была четкая программа, что их надо поделить. Вот. И это, в общем, было сделано. Российская империя участвовала в войне на стороне Антанты. Поэтому хоть там и произошла как бы революция, они считали, что там установилась нелегитимная как бы власть, но в общем они по инерции во многом рассматривали как своего союзника. Да, они там пытались, значит, действовать по краям, так сказать, высаживать свои кое-где контингенты, устанавливать какие-то лояльные власти. Но вот четкого такого геополитического видения, в отличие от того, что им приписывают вот русские имперцы, что они хотели поделить Российскую империю, у них не было. Войска Антанты. Если бы было, я думаю, что были все шансы уже тогда это все сделать. Поэтому там, если у кого и были более такие внятные представления об этом, то как раз у немцев. Поэтому вот Брест-Литовский мир, поэтому, значит, немцы способствовали созданию украинского государства, особенно при гетмане Скоропадском, там, да, и белорусская стала пытаться самоорганизовываться под ними, хотя они, в общем, прямо этому не содействовали, но не мешали, по крайней мере. Вот немцы это могли как бы сделать в большей степени, у немцев были более радикальные представления, более того, они даже поддерживали казачье государство. То есть, например, атаман Краснов, он ориентировался на немцев, именно потому что с их стороны была большая как бы готовность как бы это сделать. Но эта возможность была упущена. Значит, когда распадался Советский Союз, тоже это на самом деле ни из чего не следует, что у Запада был план именно развала Советского Союза, вот такой как бы четкий. Потому что, в принципе, были две тенденции, как и в отношении Югославии, кстати. Вот, первоначально Запад очень активно поддерживал в Югославии реформы, поддерживал правительство Анта Марковича, пытались выделять ему кредиты, там, пытались способствовать вот, конфедерализации Югославии. И только когда власть захватил Милошевич и стал вот, вести вот эту политику создания Великой Сербии, и уже тогда пошли четко на отделение и Словения, и Хорватия, там, да, и так далее, тогда уже Запад включился и де-факто как бы принял неизбежность распада Югославии, стал поддерживать вот эти как бы новые государства.
Советский Союз, когда распадался, мы помним, что Буш приезжал в Киев, об этом сейчас уже не говорит только ленивый, и призывал Украину не выходить из состава Советского Союза, подписывать союзный договор. Вот, и были аналитические доклады ЦРУ, которые о том же говорили, что Прибалтика уйдет, но в целом это будет там конфедерация какая-то. Но пошло потом иначе. То есть Советский Союз на самом деле развалил Ельцин, развалила вот эта группировка как бы московская, там, да, в первую очередь, которая это было нужно, чтобы скинуть Горбачева. И Запад признал распад Советского Союза по границам административным Советского Союза, который очень удобно был устроен в этом смысле. То, вот, о чем сожалеют постоянно Путин и так далее, там, да, и говорят, что они не должны повторить как бы, эту ошибку. А дальше потом, как бы, когда уже даже эта ситуация возникла с Чечней, ну, все были поражены просто варварству, что на своей территории могут делать такие вещи. Но никто же не признал Чеченскую республику Ичкерия. Вот, тем более не признали там Татарстан, там Башкортостан и так далее. Поэтому это очень многое будет зависеть от позиции международного сообщества. Распад-то как таковой может принять разные формы. Вот в Ливии, в Сирии мы тоже наблюдаем распад фактически и во время событий вот, арабской весны и внутренних гражданских войн. Там же произошел распад и Ливии, и Сирии де-факто. Страна не контролируется центральной властью, бывшей. Там есть де-факто несколько разных стран. Вот. Но никто из них не признается международным сообществом. Вот это одна модель. А вторая модель это вот там хотя бы распад, допустим, Советского Союза. Вот. И это будет зависеть в значительной степени от того, каким на тот момент будет вот так называемое международное сообщество, какие в нем сложатся блоки, коалиции и установки. Если оно будет консолидированно придерживаться позиции, что надо эту историю закрывать, шансы того, что по историческим меркам в относительно сжатые сроки возникнут там, ну, пару десятков или там дюжина успешных государств, в том числе условно там русских республик разных, они высоки. Вот. Если они будут этому противодействовать, и там не будет какого-то единства, но этот процесс распада может занять годы и десятилетия, и он может наложиться на, скажем так, процессы вообще трансформации всего международно-правового порядка, когда вообще, в общем-то, в мировой какой-то кризис втянутся многие страны, и из этого кризиса выйдет новая система, где вот уже будет закреплена новая реальность, международно-государственная такая. Но исходя из ваших слов, вы же сами сказали, что на момент распада Советского Союза, до распада Советского Союза, Запад был не готов к этому. Мало того, что его представители приезжали, да, даже уговаривали, естественно. То есть это говорит о том, что люди располагают, да, люди предполагают, а Бог располагает. То есть Совершенно верно. никто не Абсолютно. знает, как пойдет. То есть может Да, случиться и да. так абсолютно, что может распасться, и никто этому не сможет помешать, этому историческому процессу. Абсолютно верно, да. Да. И вот тогда следующий вопрос хотел задать по поводу уже внутрироссийских вот сегодняшних национальных и регионалистических движений. Их много на сегодняшний день. Прошел год, чуть больше года. Возникло много различных национальных движений, регионалистических движений. Вы внимательно следите, я знаю, за всеми этими движениями. И вот хотел бы спросить у вас, кого бы вы отметили, да, как наиболее, ну, такие жизнеспособные, что ли, да, то есть наиболее активные национальные движения и в том числе и регионалистические? Я так скажу, что по объективным данным, если вот субъективно этот шанс не будет упущен, то, конечно, наилучшие стартовые условия у Ичкерии. Почему? Просто в силу того, что это единственная постсоветская
ну, так, условно там непризнанное государство на территории Российской Федерации, которое, тем не менее, провозгласило независимость и которое существовало как государство в постсоветский уже период. Вот, потому что мы знаем, что действительно были государства, возникшие вот еще в период первого распада империи, вот в условиях гражданской войны начала 20 века. И, например, сейчас те же лидеры Ичкерии пытаются провести такую преемственность, выстроить с Горской республикой, которая существовала тогда и возникла еще тогда. И с исторической точки зрения это очень правильно и заслуживает ну, симпатии, какое-то уважения. Но сила той же Ичкерии, того же ичкерийского проекта в том, что он не просто вот преемствует чему-то, что существовало вот тогда, в начале 20 века, или еще раньше, как это обстоит дело, как с этим обстоит дело у многих национальных и региональных как бы движений. А что Ичкерия была фактически вот на наших глазах, вот мы ее помним, там, да, у нее был президент, у нее была армия, там, да, у нее было несколько президентов, свой там парламент, законы, конституция, и есть люди, которые претендуют на то, что они продолжают вот эти институции. И Ахмед Закаев, уважаемый, и его конкуренты в том числе, да, то есть вот разные претенденты на роль правительства, парламента и так далее. И сейчас усилия направлены на то, чтобы это вписать вот в какой-то как бы будущий проект серьезный, геополитический, трансформация этого пространства. Я думаю, что у них наилучшие шансы. То есть вот если сравнивать ситуации распада там, Российской империи и исходить из того, что, допустим, может быть хотя бы вот на данном треке такой как бы сценарий, что повторится там частично вот эта история, когда сумели тогда уйти Финляндия, Польша, да, страны Балтики. В этот раз вот Ичкерия одна из тех стран, которые могут попасть в этот круг с наибольшими шансами в силу того, что я, во-первых, перечислил, во-вторых, в силу готовности ментальной уже самого даже вот российского политического этого сообщества оппозиционного Чечню и Ичкерию отпустить. Вот, то есть по Ичкерии вот, ну, неформально уже там существует какой-то консенсус, хотя, надо сказать, что не всеми он разделяется. И тот же, например, Ходорковский, насколько я понимаю, даже Чечню не собирается отпускать. Там, да? Да, вот, но в целом, как бы, я думаю, что вот, если исходить из того, что у российского политического вот этого сообщества будет какой-то голос в решении этих проблем, и его слово будет значим, пусть даже формальной, как бы сказать, составляющей, там, да, формальное какое-то признание, то я думаю, что у Ичкерии наилучшие шансы, но и здесь я говорю, почему важно, чтобы субъективные такие факторы этому не помешали, потому что к моему глубокому, но, сказать, расстройству, да, я вижу сейчас внутреннюю, очень серьезную такую разобщенность внутри ичкерийского лагеря. Мы видим эти просто, сказать, нескончаемые не только конфликты между крупными политическими фигурами и претендентами на представительство Ичкерии, но даже уже между блогерами молодого поколения, которые, казалось бы, ну, должны уже быть, скажем, продолжателями там этого дела и должны понимать, какая на них там ложится ответственность. И это было бы, я вот иногда так думаю, да, что наблюдая за тем, что вот в ичкерийской среде происходит, то есть это с одной стороны, в общем-то, реалии нормального такого государства западного типа, где своя политика, конкуренция, грызня какая-то там, да, конфликт, это нормально. Но это было бы все идеально при одном условии, если бы уже у них было бы свое независимое государство, где это могло бы происходить. А им его сперва надо создать. Вот. И пока выглядит так, что этот лагерь разобщен, а кадыровский как раз консолидирован. Да, понятно, что эта консолидация, она держится на двух личностях. Кадырова и Путина.
И что если там не станет одной из них, ну особенно Кадырова, то есть там это пойдет в разнос очень быстро, и как раз в этом случае, если сумеет консолидироваться Ичкерия, она сумеет как-то решить этот вопрос там, да. Вот, но пока я говорю это к тому, что даже у них это не гарантировано, и я им это постоянно говорю, что будет шанс, скорее всего, там, да, и хорошие шансы воспользоваться такой исторической возможностью, но можно и опять ее потерять, потому что это уже как бы было. Если идти дальше по движениям, там, да, понятно, я всегда об этом говорил, выделяется из таких низовых как бы движений, и вот опять мы видим это по событиям, происходящим буквально сейчас, башкирское движение. Вот, то есть оно себя показало на Куштау, оно себя показывает вот и сейчас по протестным акциям, по этим стихийным сходам, которые вот так в лед могут, сказать, ну то есть башкиры легки на подъем в этом смысле, как бы, да, им проще как бы подняться, они сохранили вот эту как бы пассионарную энергию. И есть концептуальный проект башкирский национальный, хотя, в общем-то, я так понимаю, что, может быть, он не всеми там на 100% как бы разделяется там башкирами, там, да, но он, по крайней мере, есть. То есть это напоминает события вековой давности, когда был Ахмедзаки Валиди, и вот он, его соратники, они сумели оседлать эту, значит, энергию, низовую активность, хотя мы помним, что и тогда, к сожалению, значит, ну, не сумели там добиться такого стратегического успеха. А остальные, то есть, скажем так, есть по такому своему объективному потенциалу сильные игроки. То есть вот тот же Татарстан, сильный игрок сам по себе, вне зависимости от состояния татарского национального движения. Татарское национальное движение сегодня, может быть, не производит такого впечатления, как башкирское, там, да? Но Татарстан сам по себе, вот даже при нынешнем руководстве, которое вроде бы оно там все сдало, вот, но тем не менее, все равно у многих сохраняется вот какое-то ощущение, что там есть, как говорится, фига в кармане у него, у этого руководства. Поэтому, ну, отдают президента, называют себя раисом, да, вот как-то вот что-то пытаются они там сохранять, и у них есть такая сильная база в виде экономики, там, да, в виде вот выстроенных каких-то работающих там институций и так далее. И если предположить, что они вот в этом состоянии, хотя бы в таком, как сейчас, если их не успеют к этому моменту ликвидировать и превратить в губернию, уже в классическую с наместником и так далее, встретят какой-то новый внутрироссийский кризис, то у Татарстана, конечно, как игрока, шансы хорошие. Даже при нынешнем руководстве. Вот. То есть это не факт. Другое дело, что он сумеет при нынешнем руководстве добиться там государственной независимости, но, по крайней мере, они попытаются вернуть и могут вернуть теоретически, ну, ту фактическую там независимость, которая у них была в 90-е там годы. Да? По другим республикам мы можем лишь строить некие, то есть мы видим, что какой-то такой есть сильный потенциал в Якутии, например, да? Калмыкия, Бурятия. Калмыкии, в Бурятии. Тыва, она вот, кстати, после Чечни, ее можно отметить, потому что это фактически тоже, она обладает такими, вот скажем так, таким, ну почти таким набором признаков Тыва, там, да? Это де-факто сейчас уже моноэтническая республика, и она имеет внешние границы, как и Чечня. Там, да? Да, она, значит, она не провозглашала независимости вот в этот постсоветский период, но с другой стороны и присоединили Туву, вообще, честно говоря, просто случайно в каком-то смысле. Да? С таким же успехом могли Монголию присоединить, но не стали. Вот. А Туву-то присоединили вообще непонятно как бы, каким образом только во второй половине 20 века. То есть это в этом смысле уникальный там, да, эпизод. То есть я говорю, что
вот есть территории, присоединенные при Московском царстве, да, при Российской империи, а Тыва это единственная, по сути, присоединенная инонациональная ну, республика в советский период. Потому что Калининградская так называемая область и Курилы не считаются, они были вычищены от коренного населения. Вот, это чисто такой трофей как бы был территориальный. А тут присоединились с населением, и есть эти слухи, что вот Шойгу там, да, может это возглавить теоретически, как когда-то там Шеварднадзе возглавил Грузию, или Алиев там Азербайджан. То есть я думаю, что у Тувы тоже есть неплохие шансы. Вот. А дальше... Я вот перебью, почему я упомянул именно вот Калмыкию и Бурятию, потому что у этих республик, у этих национальных движений элита, можно сказать, Да. возглавила национальное движение, выехала за рубеж, достаточно серьезные такие политические деятели их на сегодняшний день, и из интеллигенции, в том же самом, в научной области люди. То есть вот у башкир тоже того самого нету. Вот как бы есть различия. В то же самое время вы ставите башкирское национальное движение выше, чем калмыцкое или бурятское, допустим. Ну, это интересный вопрос. Нет, я не ставил выше его, чем калмыцкая. И у Калмыкии и у Бурятии все-таки немножко разная ситуация. Плюс Калмыкии в том, что там это все-таки республика с преобладанием численным калмыков. И с такой как бы консолидированной территорией. Бурятский проект ему в этом смысле по определению сложнее, потому что он территориально разбросан по разным сейчас административно-территориальным единицам, и в них, во многих из них буряты не составляют большинство. Это серьезная как бы, проблема будет для проекта этнического, ну, потому что по факту, будем называть вещи именами, это этнонациональный проект, это там даже не проект вот, политической нации. Там, да? Хотя понятно, что и проекты политической нации, они имеют некое там республикообразующее ядро этническое. Вот. Но бурятская ситуация в этом смысле будет сложнее, но при этом, да, это интересно, это бросается в глаза, у них и много таких людей непростых, и очевидно у них сейчас очень неплохие связи на Западе, и в таких как бы кругах, ну, не уличных, вот, это может им как-то поспособствовать, но вот это, скажем так, проблема системная там, да, в виде территориальной разбросанности и отсутствия большинства прочного. Вот, она, конечно, будет существенно затруднять реализацию их проектов. В Калмыкии в этом смысле проще будет, потому что там как бы республика с национальным большинством. Вот, и его доля растет. Там, да? То есть понятно, что там могут быть тоже территориальные проблемы, попытки что-то там отхватить, там, да, и так далее, и так далее. Но в целом, вот, если брать за основу, я думаю, что у Калмыкии хорошие тоже шансы чего-то там добиться. Если говорить дальше о условно там русских регионах, то, наверное, можно как бы здесь там выделить, ну, понимаете, дело в том, что будем откровенно, да, ни в одном из этих условно там русских регионов, хотя может быть каким-то условным исключением Дальний Восток. Потому что на Дальнем Востоке мы видели людей, вот когда были протесты после ареста Фургала, они выходили массово на улицы, и там проявилась региональная политическая идентичность. Они выходили под своими флагами, там почти не было российских. То есть это говорит о том, что там есть именно низовое самосознание, как бы такое, проявившееся уже, ну, как бы достоверно. Там, да? Кроме этого вот, эпизода, ни в одном из русских регионов в последние там, пару десятилетий, как бы как минимум, вот в такой выраженной форме не проявилось именно низовое какое-то самосознание, региональное. Вот, свои как бы общности, но при этом есть с одной стороны как бы регионы с достаточно сильными там историческими, культурными, географическими предпосылками и сильными региональными элитами,
Ну, Кубань, даже Краснодарский край, там, да. Понятно, что сейчас это регион, встроенный как бы полностью в имперскую модель и активно принимающий в этом участие. Ну, с другой стороны, история знает много таких примеров, когда бывшие верные сателлиты империи, когда она начинала рушиться, они использовали добытый в ней ресурс, чтобы обрести свою независимость и больше того, как бы расширить там какую-то даже сферу территориальную, которая у них была внутри империи. То есть, например, Кубань, в силу того, что у нее тоже были вот эти традиции, еще в 90-е годы там был даже Кондратенко, который вел очень такую независимую политику. Ткачев фактически там хозяин, да, несмотря на то, что он сейчас там не является официальным первым лицом, он же тоже был выдвинут в свое время Кондратенко, хотя в отличие от Кондратенко он выбрал модель встраивания во власть, а не противостояния как бы ей. То есть там есть определенные предпосылки. Это один такой аспект. Второй аспект, есть регион, ну, может быть, не регионы, но, по крайней мере, там несколько регионов, ну, вот один как бы точно, где есть уже неплохо так развитое зачаточное низовое движение, я имею в виду ингерманландцев. Вот, то есть, вот, несмотря на то, что, может быть, действительно, там большинство населения и не слышали как бы об этом, там, Я да, бы даже не сказал, что не низовой, потому что элита, можно сказать, да, да, то да, есть уже достаточно. подключаются серьезно, как бы, то есть мы видели вот этот, значит, песню Оксимирона, она очень показательная, как бы в этом Мультфильм смысле. «Масяня». Фильм, да, мультфильм «Масяни», как бы это разошлось там, да, и потом, скажем, вот этот форум последний, который прошел свободных народов пост России в Штатах, да, там же представляли условно там сепаратистскую сторону, помимо вот Магомеда Тариева от ингушей, э, представляли как раз ингерманландцы. Ингерманландцы непростые. Один бывший депутат, между прочим, вот, и один достаточно известный адвокат, вот, с такими неплохими очень связями в Штатах и так далее. И это просто в силу того, что там, очевидно, этот проект, он как бы, вот как я говорил там про ТВУ, там, да, про Чечню, что у них там внешние границы. Это же можно сказать про Питер или Ленинградскую область. У них внешние границы, они одной ногой уже в Европе. И просто умные люди там понимают, да, что чем вот вписываться в очередное там строительство прекрасной России будущего, которое неизвестно чем закончится, а скорее всего известно как бы чем, гораздо большие и лучшие шансы просто уйти вот в регион, как бы, да, то есть вот просто сменить флаг, даже не то, чтобы сменить идентичность там, да, а просто перенастроить ее, по большому как бы счету там, да, вот, и там есть эти настроения там, но там многое все-таки будет зависеть от того, как, опять же, там Запад и в первую очередь страны этого региона будут на это смотреть. Вот, то есть, если у них будет воля это поддержать в этот момент, пусть не сразу они, допустим, ее признают как там независимое какое-то государство, но может возникнуть какая-то там, я не знаю, свободная зона, там, демилитаризованная какая-то с местным там самоуправлением, там, да, вот как в свое время было под немецким протекторатом с Белорусской Народной Республикой, той ее частью, которая оказалась под немецким протекторатом. Да, то есть там немцы, ну, не так, как бы, чтобы однозначно ее признали в том виде, в котором признали Украину независимую, но фактически они обеспечили условия для ее становления. Вот. И также, может быть, теоретически при удачном стечении обстоятельств вот с такими регионами, приграничными регионами, как Питер, Ленинградская область, хотя понятно, что вот за этот имперцы будут биться до конца. Да, это Ну, очень вот значимый для них отсюда регион. тогда вот еще истекает такой вопрос.
Ну, хорошо, представим, что Уральская республика отделилась, там, Сибирская республика, Дальневосточный, Кубань. Но центральный, вот сегодня центральный черноземный район России, это вот Псковская, Смоленская, Рязанская, да, Московия сама. То есть могут ли они остаться как единое государство русское, большое централизованное вот это вот, либо тоже разбиться на на те республики, у которых уже сегодня появились зачатки, да, вот этих движений, такие как Псковская, там, да, а, Смоляндия, ну и так далее. А, ну, я так скажу. Во-первых, при том, что я понимаю, на чем основаны вот эти предположения, что, допустим, Урал там отделится, Сибирь отделится, я бы не был так однозначен, хотя я бы только приветствовал появление таких республик. Вот, и мы на этих форумах общаемся как бы с этими людьми и так далее, и желаем, конечно, им успехов. Но проблема в том, что, вот о чем как бы я говорю, да, вот в последние там десятилетия мы видели проявленную такую волю к региональному самоопределению на Дальнем Востоке. Плюс которого объективный также и в том, что это приграничная, опять же, территория. Далеко абсолютно от Москвы. И далекая, и приграничная, то есть куда могут вписаться иностранные партнеры, спонсоры и посодействовать этому. Пусть, опять же, не в виде там официального такого международного мгновенного там, признания, да, потому что даже Косово же не было мгновенно признано. Вот, это был очень длительный, растянутый процесс при там, внешней там, администрации, при ведении переговоров и так далее, но де-факто ее могут там, территориально, то есть эту территорию как-то там создать ее условия для автономного от Москвы существования под эгидой там, соседей и в союзничестве с ними. Но, ну хорошо, Сибирь, если взять, да, вот в Сибири это было, допустим, проявлено политически, вот в истории тоже с Быковым. Я говорю про последнее время, то есть про историю 90-х я знаю, что там было Сибирское соглашение там, и так далее. И была попытка вот этой Уральской республики Росселя. Но сегодня, ну мы не видим, давайте будем честны, мы не видим какого-то мощного такого движения в Урале республиканского, там, да, хотя есть какие-то люди, которые озвучивают эти идеи, и, к сожалению, мы видим иное, что даже У них некоторые... есть лидер Ройзман. Ну, да, Ройзман потенциальный лидер, я не слышал от него, что он именно провозглашает идеи там, Уральской республики, хотя он действительно потенциальный. Да тут даже дело не в этом, тут даже дело просто в том, чтобы он хотя бы думал об этом. Просто проблема в том, что даже мы видим людей вроде Волкова, Крашенинникова, там, да, которые сами из Екатеринбурга, которые в свое время фотографировались под этим бело-зелено-черным флагом Уральской республики. Тот же Волков, есть фотографии как бы в интернете. А сегодня он просто подвергает их там хейту, как сейчас говорят, вот эти все как бы идеи, называет фриками и так далее. Поэтому, то есть для того, чтобы состоялись такие как бы региональные республики, ну то есть можно будет это оценить только опытно-эмпирическим путем, как говорится. Кто там сможет состояться, кто нет. Да? Потому что, ну, с точки зрения исторических каких-то предпосылок, понятно, что у Урала и Сибири больше шансов, чем у Твери. Вот. Но в последние там, пару десятилетий мы не видели каких-то вот серьезных к этому, скажем так, предпосылок. А в этом контексте мне вспоминается то, о чем говорил Олег Маголецкий, вот, инициатор форума свободных народов пост-России. И он говорил, что эти вообще все процессы, они чреваты сюрпризами многими. Потому что, например, вот в начале 20 века, когда распадалась Российская империя, по идее, одним из первых как бы, государств, которое должно было состояться, должна была стать Украина. Потому что там было, ну во-первых, начнем с того, что 40-50 миллионный народ, второй по численности в Российской империи.
Достаточно сильное движение, свои вооруженные там формирования, причем по разную линию фронта возникшие. Значит, одно из первых созданных там каких-то политических образований, автономных, со своими вооруженными силами и так далее. А, например, последнее, про кого можно было это сказать на тот момент, была Эстония. Вот. Маленький народ, у которого не было к тому времени таких устойчивых каких-то традиций ну, геополитического существования и так далее, но вот у Украины это не получилось, а у Эстонии это получилось. Да, поэтому тут вот очень многое зависит, человек там светский скажет от того, как карта ляжет, да, а верующий от провидения. Ну, также, получается, можно вспомнить и слова Айрата Дильмухаметова, что не все национальные республики вообще достойны того, чтобы состояться как независимые государства, либо как вообще, как национальные республики. Потому что ну, многие действительно, он говорил, что стоят на разных этапах развития. Вот. То есть, соответственно, и здесь также получается. Ну, совершенно верно, то есть и вот концепция Айрата политической нации, ее надо понимать не только в том смысле, как вот многие часто делают, что она открытая, инклюзивная. Вот, то есть для людей разных там национальностей, да, но в первую очередь ее надо понимать в том ключе, что это нация, которая способна проявить себя и реализоваться политически. Потому что если нация не может себя политически реализовать, пусть это даже моноэтническая какая-то территория, со своими культурными традициями, языком, но она не способна создать свое национальное государство в том или ином как бы виде, там, да, то она не является политической нацией, она является чем-то другим. Ну вот тогда последний вопрос, вот переходя а, уже к башкирскому национальному движению, да. Сегодня есть очень сильный в связи вот с теми событиями, которые сейчас так растут как ком. Многие говорят о будущих независимых государствах Башкортостана, Татарстана. Вот, начинает вспыхивать противоречия между исторические противоречия, долгие противоречия между татарами и башкирами. Камень преткновения здесь является северо-западные районы Республики Башкортостан, которые компактно населены татарским населением. Вот, я писал недавно статью о том, что вполне возможно может вспыхнуть война между Башкортостаном и Татарстаном. Ну, я уже брал как независимые государства эти. Почему я так решил? Потому что есть определенные люди от татар, которых я считаю провокаторами, которые постоянно давят на то, что вот северо-западные районы Республики Башкортостан должны отойти к Татарстану. И другие татарские политические национальные деятели никак это не осуждают, либо молчат, либо поддерживают. Единственный, кто выступил против, это Рафис Кашапов. Вот на ваш взгляд, может ли такое произойти, как какой-то конфликт из-за этих земель? И что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Ну, у меня тоже было немало публикаций, на самом деле, на эти темы. То Да, да. есть, да, я же исследовал просто татарские и башкирские проекты, их разные принципы, на которых они основаны, их аргументацию в этой полемике, вот эти все темы не только северо-западной территории, но и северо-западным диалектом, со статусом государственного языка, с правом там, на самоопределение и так далее, и так далее. Поэтому тут в практическом ключе что можно сказать? Безусловно, в этом и не только в этом случае риски территориальных споров, этнических конфликтов, они существуют в принципе как таковые. То есть потенциал такой существует. В этом смысле, когда, в общем, об этом говорит там Путин, да, когда об этом говорят вот эти, значит, сторонники единой неделимой, что иначе могут там получиться все эти Югославии и так далее, они как бы не берут это с потолка. Это действительно реальная и очевидная там какая-то угроза. Другое дело, что всеми своими, в общем-то, действиями, то есть подвергнув сами, значит, сомнению и оспариванию
принцип целостности государств и нерушимости границ, они сами создали прецедент того, как это может происходить уже внутри самой России, по принципу бумеранга. Там, да? И потому что у людей будет сидеть в голове, в том числе внутри России, которые через это прошли, что если можно было отжать у Украины эти территории, почему нельзя отжать, там, допустим, у кого-то внутри, у соседей? Вот. Тем более каждый считает, что на его стороне как бы есть историческая правда. Что этому можно противостоять, но противопоставить? Я и тогда как бы об этом писал, что в принципе, если говорить так по уму, то надо понимать, что национальные, региональные как бы движения, которые хотят из этой империи уйти, значит, и добиться создания какого-то постимперского порядка, они должны понимать, что порознь это будет сделать сложно. А порознь, ругаясь между собой, тем более сложно. Ну, почти нереально, я бы так сказал. Потому что никто не дает гарантии, что империя исчезнет куда-то. Вот, то есть даже если обвалится одна имперская власть, мы видели по событиям начала 20 века, как появилась считанные там какие-то недели, месяцы новая, которая даже признавая, в общем-то, лозунги и принципы права нации на самоопределение, на практике стала делать противоположное. Да, собирать как бы все эти территории, в том числе используя там разные противоречия. Вот, поэтому по-хорошему этому надо противостоять совместно всем национальным, региональным движениям, как пытались в свое время выстраивать регионалисты. Да, вот, и когда мы проводили с вами панель националистов, регионалистов на форуме «Свободной России», идея была такая. Ну, еще раньше в этом направлении работал мой тезка Вадим Штепа. И там базовым принципом, конечно, должна была быть, ну, не то чтобы нерушимость там, границ там, да, внутри себя, потому что они могли бы изменяться потом, теоретически эти границы, но по обоюдному согласию. А за основу, конечно, надо было бы брать принцип отсутствия территориальных претензий друг к другу. С другой стороны, чтобы не возникало питательной почвы для этих территориальных как бы, претензий, какие-то должны были бы также быть согласованы принципы защиты прав и представительства интересов народов, которые находятся не на территории своего самоопределения. Вот. И, собственно говоря, тогда еще, когда мы с Айратом Дильмухаметовым ну, как бы эти темы начинали тоже как-то концептуализировать, вот тогда была эта идея, модель Соединенных Наций России, ну, тогда еще российский как бы флаг, так сказать, бренд там использовался, там, да, но вот там была именно вот такая как бы концепция, как все это попытаться совместить. Территориальную целостность государств, республик как бы этих, да, признание права их там, титульных наций на самоопределение, концепт политических наций, которые включают в себя всех граждан этих республик, и также, значит, принципы отношения к народам, как вот коллективным таким сообществам, в том числе, которые живут вне своей, ну, условно так это называем, исторической родины, хотя это понятие такое, сказать, уязвимое, да, территории самоопределения своего. Вот, то есть в теории это все решается, но на практике это упирается в то, что всегда находится кто-то, кто потом приходит и говорит, а почему мы должны это признавать, границы, которые были прочерчены коммунистами? Там, да, и какой-то не учли наш референдум или что-то еще, он появится со стороны, я даже не буду называть, чтобы никого не обидеть, со стороны одной республики в одном регионе, другой республики в другом регионе и так далее, вот, кто-то будет ссылаться там, на референдум какой-то, кто-то будет ссылаться на закон о значит, реабилитации репрессируемых народов и обосновывать свои территориальные претензии.
Кто-то будет ссылаться на границы вообще там вот этих государств, которые возникли в начале 20 века в условиях гражданской войны. И вот что сделать с этим, у меня на это ответа нет. То есть на практике противодействовать этому могут только союзные силы, если они будут в разных вот этих соседних регионах, которые сумеют достигнуть соглашения, что давайте этого не допускать. Потому что иначе просто у нас у всех может не реализоваться, да, тот исторический шанс, который мы получим. Если появятся такие силы, если они сумеют вот, достигнуть, заключить некий пакт такой, как бы, пусть и на региональном хотя бы уровне, пусть и не на уровне вот всей этой постимперии, там, да, вот, то значит есть шансы предотвратить такое развитие событий. Если нет, к сожалению, все пойдет по худшему сценарию. Ну да, потому что я смотрю вот на Татарстан, да, то есть он, претендуя, не он точнее, а некоторые его деятели, претендуя на территорию Башкортостана, забывают о том, что у самого Татарстана западная территория расположена очень близко к Москве, вообще к русским территориям, плюс населены очень русским, в основном, ну, большей частью русским населением, что тоже может спровоцировать какие-то процессы подобные. Ну вот об этом же писал наш знакомый, опять же, когда вот у нас была вот эта последняя, наверное, попытка историческая на том как бы треке, там, да, вот в российской политике, в российском политическом поле как-то свои идеи озвучивать, да, и когда был этот проект федеративной партии, вот, хотя я изначально к нему скептически относился и оказался в этом, к сожалению, там прав, да, но сама по себе, по крайней мере, для истории была попытка, там, да, и мы можем сказать, если нам будут предъявлять там то, что вот мы сразу взяли такой как бы курс там, да, на отделение там, и так далее, мы укажем на множество попыток достижения этих как бы целей в российском политическом пространстве. Как там в системном у кого-то, так и в оппозиционном. Та же федеративная партия, та же площадка на форуме «Свободной России». И я к чему это говорю? Там вот было башкортостанское отделение федеративной партии, к которому тоже и вы были причастны, там, да, и татарстанское. Татарстанское Ленар Мифтахныкы возглавлял. Он как раз озвучивал все эти аргументы. При том, что Ленар, он тоже, значит, отнюдь не такой, как бы, ярый, там, мягко говоря, друг башкирского национального проекта и регулярно его по-дружески пинает, как бы, да, вот, и вспыхивают там какие-то, значит, дискуссии, там, да, но чисто с прагматической точки зрения он понимает, что сидящий в стеклянном доме не кидается в прохожих камнями. А в каком-то смысле мы все сидим в стеклянных домах, это надо как бы понимать там, да, поэтому мы, если начнем кидаться друг в друга, эти все стеклянные перегородки, они в лучшем случае станут дырявыми, а в худшем просто осыпятся. Вот. И тоже Ленар это понимал, да, и понимает. Вот я с удовольствием увидел, что вы с Рафисом Касшаповым, с правительством Татарстана в изгнании подписали тоже это соглашение о признании границ друг друга. Вот. То есть, если такие ответственные силы сумеют вот, взять в свои руки штурвал, это будет одна история. Но если придут люди или безответственные, или они будут иметь другую стратегию, то есть стратегия просто такая очень ограниченная, да, что вот пусть эти уйдут, попытаются уйти, а мы этим вот воспользуемся, чтобы у них отжать от территории. Вот. А потом, как бы, если будем уходить, то уже будем уходить сами со всеми отжатыми территориями. Ну вот, как бы люди же есть на разном уровне, которые находятся политического сознания и его развитости и мышления. И очень многое будет зависеть от того, в чьих руках окажутся штурвалы вот всех этих национальных сил. Ну и самый последний вопрос. Вот мы все это говорим о событиях, которые произойдут
вот как я говорю, это час X, как вы говорите, это смута. Как долго ждать смуты, по вашим примерным прогнозам? И Ну, будет ли она уже точно вообще? да, я вообще, я понимаю, что не всем это нравится. Я не люблю давать точные прогнозы, и причина понятна, да, чем меньше даешь точных прогнозов, тем меньше ошибаешься. Ну да. Как это часто случается с большинством, подавляющим большинством прогнозистов, которые дают эти точные прогнозы. Могу сказать так, что в принципе вообще-то системные предпосылки сейчас уже для, ну вот то, что называется смутой, да, это коллапс существующей государственной политической системы. Вот, то есть, чтобы было понятно людям. Она в современной, я даже не знаю, как ее назвать, Российской Федерации, вот ее называют там в мире, и она сама себя называет. Но по сути Российская Федерация, она уже прекратила существовать по большому счету, потому что если мы откроем как бы Конституцию, да, Российской Федерации и там вообще основополагающие конституционные акты, на которых она создавалась, мы поймем, что Путин ее ликвидировал. Вот, и это уже как бы какое-то другое государство, которое они пытаются вот создавать гибридную Российскую империю. Да? Вот. При этом она существует, в принципе, уже сегодня не на государственных таких как бы основаниях. Потому что то, что там происходит как бы у них, внутри себя, это уже система конгломерата таких полуавтономных и попирающих закон, там, да, формальную законность группировок, военных, там, в том числе, контролирующих те или иные там, территории, там, ну, вот как в случае, допустим, с Кадыровым, которые вместе удерживает, ну, в общем-то, Путин, в первую очередь Путин. Понятно, что там есть более широкий круг, там, да, и Патрушев, и кто-то еще, и вот об этом много интересно говорит очень такой продвинутый человек Кирилл Буданов, да, глава украинской разведки. Но тем не менее, в первую очередь символически и ментально это Путин. И поэтому я думаю, что вот этот момент разноса, он завязан на два таких возможных обстоятельства. Первое, то, что будет сейчас происходить, это, если объективно, на фронтах российско-украинской войны. То есть коллапс там потенциальный российского фронта, который, в общем-то, возможен уже осенью, зимой этого года, теоретически. Он может создать очень сильные предпосылки для обвала всей системы. Это объективно. А субъективно это то, что будет происходить лично с Путиным. Потому что, в общем-то, даже уже сейчас, если внезапно, ну мало ли что, в России авиация не в самом лучшем, например, техническом состоянии, упадет самолет, на котором Путин куда-то полетит там, да, или что-то еще, вот, и объявят, что произошла трагическая какая-то, значит, вот, Случайность. да, случайность там, да, но кто мог представить, что украинские самолеты, эти беспилотники будут атаковать Кремль еще там год назад, а это уже произошло там, да, ну, все мы смертные люди, и несмотря на то, что как бы Путину может казаться, что он там за 7 стенами там, и огражден от всего, никто ни от чего не огражден, история этому учит. Поэтому завтра, если внезапно будет объявлено, что не стало величайшего, значит, в истории кормчего и национального лидера, я думаю, что это может произойти уже сейчас. Вот теоретически там, да, потому что уже сейчас есть эти конфликтные группировки, которые морально, да и фактически готовы сводить друг с другом счеты и разрешать между собой противоречия отнюдь не через выборы и не через суды, которые они ликвидировали.
за все эти как бы годы. Вот, поэтому вот две этих траектории, когда они сойдутся в одной точке, вот, или будет одна из них, а другая будет подгоняться под нее. Потому что понятно, что если, допустим, произойдет что-то вот такое экстренное внутри России, там российская группировка рухнет вне зависимости даже от объективного хода боевых действий. То есть она просто по морально-управленческим и кадровым причинам рассыпется. Вот. И наоборот, если она там рассыпется по объективным причинам, под воздействием украинского наступления, то вот эти процессы внутри России тоже могут ускориться, и это может стать поводом для кого-то быстрее сделать и решительнее сделать то, относительно чего они пока сомневаются. Ну, как говорится, на все воля Аллаха. Совершенно верно. Да. Спасибо большое на этом, Вадим. Спасибо за ваше интересное интервью. Надеюсь, не последнее. Тоже надеюсь. Спасибо. Всего Спасибо, хорошего. Руслан. На Да. связи. До Всего свидания. доброго.